Но вы как себе представляете, это на пункте пропуска будет просто система разлива воды? Они врут откровенно, они врут, и я не знаю, что врут. Смотрите, это говорящая голова, которая отсутствует мозги, к сожалению. Язык есть, с мозгами нет подсоединен, он не подсоединен к мозгам. Поэтому что запомнил, что ему сказали, то он и говорит. Дело в том, что согласно части 3 Женевской конвенции 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, всю ответственность за население несет оккупант. В случае, если вы отказываетесь от этих претензий, то вы тогда отказываетесь от территории. Пусть немножко изучит международное право. Господин Качура – классический представитель моносброда. Моносброд – это те самые люди, которые пришли в ВР и не понимают, зачем они там сидят. Ну, им, конечно, платят какие-то деньги, им даже, притом это не зарплата, которая, они просто, это уже было озвучено даже бывшими членами фракции. Они абсолютно четко не имеют ни принципов, ни идеологий. Они советуют пенсионерам продавать собак. Они совершенно спокойно заказывают проституток, сидя в Верховной Раде. Они абсолютно инфантильны. И, к сожалению, эти люди сейчас управляют государством. Более того, они могут приспособиться к любому государственному строю. Неважно, даже если это будет феодализм или если мы станем сателлитами России, им все равно, у них нету абсолютно идеологического основы. И то, что он говорит, это чушь. Чушь, которую они говорят. На самом деле все будет делаться иначе. Я недавно писал об этом. Они постараются сейчас, выводят уже сейчас канал из тех объектов, которые нельзя приватизировать. Они стараются его приватизировать. Дальше происходит СП совместное. Таврия. Какое угодно. Там, допустим, российско-украинское, которое поставляет воду на территорию России через Крым. Это будет официально сказано. Ну, то есть, фактически они красиво все сделают. Но де юре все нюансы будут соблюдены. Де-факто мы будем поставлять воду в Крым. И мы сдаем свою позицию.